Дачную амнистию в России предложено продлить еще на 5 лет, до 2026 года. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении депутатами Госдумы. Обсудим нюансы прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня у нас Наталья Шагеева, помощник руководителя управления Росреестра по Башкортостану. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с чем связаны такие изменения? Почему опять государство планирует продлевать дачную амнистию? Все это, конечно, связано с необходимостью наведения порядка в земельно-имущественной сфере. Вообще, федеральный закон, который в народе именуется дачной амнистией, принят был еще в сентябре 2006 года, то есть данному закону уже 14 лет. И необходимость продления все еще существует, потому что не все, кто хотел, смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления недвижимости. То есть в чем суть вот этого упрощенного порядка? В том, чтобы определенные категории объектов недвижимости, земельных участков, объектов строительства могли быть узаконены с минимальным пакетом документов. То есть о чем идет речь? Это земельные участки, предоставленные гражданам для личного подсобного дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, гаражного строительства. Также речь идет об объектах недвижимости, которые построены на данных земельных участках, и о индивидуальных жилых домах, но там немножечко другой порядок, он тоже упрощен, но он так называемый уведомительный. И в чем, собственно, суть вот этого упрощения, вот всегда об этом спрашивают, то есть если вам если вам принадлежит земельный участок, садовый именно, и на нем построен садовый домик или индивидуальный жилой дом, то для оформления прав на такие дома не нужно, или на какие-то постройки не нужно получать разрешение на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, не нужен уведомительный порядок, то есть не нужно о строительстве, об окончании строительства уведомлять муниципалитет, достаточно только пригласить кадастрового инженера, который подготовит такой документ, как технический план. Необходимо будет приложить документ на землю, обратиться в МФЦ, оплатить госпошлину в размере 350 рублей, и все. Данные строения в вашей собственности. Вот, собственно, такой основной упрощающий порядок. То есть не нужно получать разрешение. Вы сказали, что это касается также земельных участков. А касается ли это земельных участков, которые по-новому получены? Нет, не касается именно по-новому, то есть речь идет только о земельных участках, которые были предоставлены гражданам на праве постоянного пользования, пожизненного наследования, владения в срок до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, то есть до 31 декабря 2001 года. В данном случае все равно потребуются какие-то документы, правоустанавливающие на землю. Это могут быть договоры, акты, свидетельства о предоставлении, выписка из хозяйственной книги. В таком случае тоже необходимо обратиться в МФЦ, приложить вот этот документ, оплатить госпошлину 350 рублей и опять же земельный участок вашей собственности. Давайте проговорим, каков порядок регистрации на новые земельные участки полученные. Примерно они такие же. В принципе, упрощенный порядок, вот в данном случае тоже обычно спрашивают, если нет никаких документов, например, на землю, что делать? Касается ли... Вот, кстати, следующий вопрос, да. Упрощенного порядка. Здесь в основном упрощенный порядок действует для земельных участков, которые предоставлены для личного подсобного хозяйства. В данном случае правоустанавливающим документом может служить такой документ, как выписка из хозяйственной книги. То есть хозяйственная книга имеется в распоряжении органа местного самоуправления. Это своего рода такая амбарная книга, которая ведется еще с ранних времен. Там в свое время, то есть она необходима была для того, чтобы как-то налогообложение за конкретным домохозяйством высчитывать, то есть там указана информация, за каким сельчанином какой земельный участок закреплен, сколько там крупного рогатого скота у него на этом хозяйстве, сколько объектов недвижимости на этом земельном участке закреплено, и, соответственно, по определенной форме заполняется выписка, и она является правоустанавливающим документом. Для остальных же видов земельных участков, по сути, наверное, дачная амнистия здесь так ярко не выражается, все равно, если нет документов на землю, то ее придется выкупать по рыночной стоимости у муниципалитета, либо же оформлять в аренду. Каким образом нужно оформлять объекты, зарегистрированные на земельных участках, которые подпадают под дачную амнистию? Я уже коротко в первом вопросе на этот момент затронула. То есть необходимо в данном случае пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план на основе заранее вами заполненной декларации об объекте. Эту декларацию, форму можно скачать в интернете и, собственно, заполненный вариант передать кадастровому инженеру. Не все так делают, поэтому можно ли прийти в Росреестр, в МФЦ или еще куда-то, чтобы действительно просто было?
Ну, это все равно, это считается простым порядком. Вот, соответственно, подготовив техплан, приложив документы на земельный участок, нужно обратиться в МФЦ, опять же, оплатить госпошлину 350 рублей и оформить право на строение. Проще порядка на самом деле не существует. Каковы действия при оформлении права собственности на жилой дом под жилищное строительство? Вот, действительно, вот с 4 августа 2018 года при строительстве жилого дома на земельном участке под личное подсобное хозяйство, индивидуальный жилой дом, не нужно получать разрешение на строительство, но необходимо соблюсти так называемый уведомительный порядок, когда перед началом строительства нужно направить уведомление о начале строительства и описание объекта недвижимости в муниципалитет. После окончания строительства нужно направить соответствующее уведомление, опять же, в муниципалитет с приложением техплана. В случае, если построенный жилой дом соответствует градостроительным нормам, застройщику, гражданину муниципалитет направляет тоже такое уведомление. И здесь таким плюсом считается, может считаться то, что муниципалитет в данном случае сам обязан направить в Росреестр все документы о постановке на кадастровый учет, регистрации прав на этот дом. То есть заявителю в МФЦ обращаться нет необходимости, только оплатить государственную пошлину. Все. Если это было до 2018 года, до того, как вступили эти правила, то каким образом нужно действовать здесь? В данном случае, если жилой дом начал строиться до начала уведомительного порядка, вот этого до 4 августа 2018 года, то если разрешение на строительство было получено в прежнем порядке, то, опять же, достаточно направить только уведомление об окончании строительства с приложением техплана, и далее, как мы описывали такой порядок. Если же такого разрешения не было, то этот объект строительства уже считается самовольной постройкой, его узаконить можно только в судебном порядке. Мы слышали новости про гаражную амнистию. Для чего теперь нужно это для государства, да? И какая информация должна быть полезная для собственников гаражей? Новый законопроект о гаражной амнистии принят, вернее, он еще не принят, он еще пока в настоящий момент рассматривается, должен быть принят в конце этого года. То есть какова суть? То есть суть в том, что возможно оформить в упрощенном порядке право аренды на земельный участок под гаражом, которым вы пользуетесь. То есть без торгов. Имея документ на землю какой-то, даже на праве аренды, вы можете оформить право собственности и на сам гараж. При этом под гаражную амнистию подпадают гаражи, которые представляют собой капитальную постройку с фундаментом, то есть здесь речь не идет о металлических гаражах, да, о гаражах-ракушках, и данный гараж должен быть возведен на земельном участке под муниципальные нужды, под государственные нужды, и вот я, как уже сказала, представлять собой капитальную постройку. Куда обращаться? Как только законопроект вступит в силу, необходимо будет обратиться в муниципалитет или же в орган МФЦ и представить документ о предоставлении земельного участка, то есть заявлением о предоставлении земельного участка, и также необходимо приложить документы, которые подтверждают владение данным гаражом. Это совершенно простые документы. Это может быть справка о выплате на пай в гаражном кооперативе, это могут быть какие-то квитанции об оплате коммунальных услуг за гараж, это, возможно, какой-то справка о распределении гаражей, все что угодно, все, что есть в распоряжении гражданина, владельца гаража. После этого, соответственно, возможно будет оформить право. В настоящий момент оформить право на гараж можно только в судебном порядке, если не имеется каких-то документов на землю. И если коротко, в завершении программы, как идет дачная амнистия в Башкортостане? В настоящий момент хочу сказать, что немножко, наверное, она стала не такой активной, как пришлась на 2008 и 2010 годы. То есть с каждым годом, буквально последние 3 года, мы наблюдаем снижение статистики дачной амнистии. Однако хотим отметить, что почему-то именно в 2020 году неожиданно появился большой спрос на регистрацию прав именно на садовые и жилые дома на садовых участках. То есть количество таких зарегистрированных объектов в текущем году увеличилось трижды, в 3 раза по сравнению с предыдущими годами. Как вы это объясняете? Я думаю, тем, что пока законопроект о продлении он еще не принят, и
срок окончания дачной амнистии завершается 1 марта 2021 года, и мы рекомендуем всем гражданам, кто еще не воспользовался упрощенным порядком оформления недвижимости, сделать это, то есть с минимальным пакетом документов. Вот я уже говорила о том, что все равно нужны какие-то документы при оформлении земельного участка. Хочу обратить внимание, что даже если эти документы были выданы предыдущим владельцам земельных участков, там может быть бабушкам, дедушкам, то есть эти документы тоже годятся, но только нужно вступить в наследство. Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире главного телеканала Республики была Наталья Шагиева, помощник руководителя управления Росреестра по Башкортостану. Мы говорили о дачной и гаражной амнистии. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.